О самых заметных событиях понедельника, 23 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Затор льда на реке Лени привел к паводку. Подтоплены несколько населенных пунктов. Озвучим свежие данные. Арктика – территория развития. Масштабная конференция по улучшению городской среды стартовала в Якутске. Какие еще вопросы обсуждают? Вечная проблема. С наступлением тепла в Нерюнгре обнажились дороги и вновь посыпались возмущения автолюбителей. Возможности медицины. Жители отдаленного села Хатыстыр прошли углубленное обследование и получили консультации специалистов. Возродили традиции. После долгого периода пандемии в Ленске впервые прошла традиционная классическая акция «Ночь в музее». Мужчину спасли с острова в Намском районе. Сообщение в службу спасения Якутии поступило сегодня от районной ЕДДС. Мужчина на острове Эней возле Графского берега оказался отрезанным прибывшей водой. Как раз недалеко от места работала межведомственная опергруппа под руководством председателя Госкома БЖ населения региона Дмитрия Лепчикова. Незамедлительно местность разведали при помощи квадрокоптера, установили координаты нахождения мужчины и спасатели отправились на помощь. Мужчина, находившийся на данном участке в течение нескольких дней, эвакуирован при помощи беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8 и благополучно доставлен в село Графский берег. Во время паводка у нас это случай постоянно. Раньше было с охотниками у нас проблемы, но в этом году, можно сказать, нам повезло, потому что охотничий сезон закрылся. Но все равно поступают сигналы, что на некоторых островах находятся не выехавшие охотники. Я бы хотел предупредить местное население, чтобы заблаговременно эвакуировались с затопляемых островов и не подвергали свою жизнь опасности. Обсудили гидрологическую обстановку на реке Лени. По информации первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, сегодня провели 6 взрывов. 2 в Хоринцах, 4 в Намском районе. Наблюдают спад воды в Якутске, Жатае, Кангаласах. Всего в пригородах Якутска потоплены 44 дома и 4 дворовые территории. Также в Мегино-Кангаласском районе, в селе Хаптагай, в зоне затопления 4 двора. В связи с ростом уровня воды на реке Лени в Намском районе, в селе Идейцы и в Усть-Алданском Улусе, в селах Огородтах и Хоногор затоплены дома и дворы. Айсен Николаев поручил первому зампреду выехать в Намский Улус и помочь главе района минимизировать последствия. В Тулагино-Гильдямском наследии поручено оценить ущерб дворам и дорогам, а также провести восстановительные работы. Помимо этого, четко и оперативно оповещать население. Алдан сейчас только начинает выходить в устье. Сегодня-завтра окончательно будет выходить. И к этому времени, возможно, туда подход как раз ледохода по Лени. И вот наложение 2 ледоходов одновременно, оно всегда вызывает серьезные опасения. В том числе по населенным пунктам, расположенным непосредственно в устье Алдана. Вот, в первую очередь Батамай, Дыгдал. Ну и дальше уже по Кобяйскому Улусу могут быть проблемы. Вот с этой точки зрения надо смотреть. Сложной остается обстановка в Тулагино-Кильдямском наследии. Сегодня там подтопило 8 домов и 4 дворовых территорий. Сейчас наблюдают спад воды. Трасса на Кангаласы полностью открыта, но остается проблема с мостом, который ведет к дому-интернату в Капитоновке. На месте находится мой коллега Александр Хавренко. Саша, приветствую. Как обстоят дела? Приветствую тебя, Сергей. Да, действительно, с самого утра на этом мосту наблюдаются проблемы. Мост сильно-сильно подмыло. Вот вы можете сейчас видеть за моей спиной. Мост аварийный, проезд и проход по нему запрещен. Но, как вы опять же можете видеть у меня за спиной, есть отчаянные люди, которые по каким-то причинам хотят попасть на ту или на эту сторону, придумывают какие-то подручные средства и рискуют здоровьем и жизнью. Непонятно зачем. Буквально перед тем, как выйти в эфир, мы связались с главой Тулагино-Кильдямского наследия. Он сказал, что
завтра в срочном порядке будет решаться вопрос о восстановлении моста. На ближайшие сутки в Капитонском доме-интернате, который находится на той стороне моста, есть запас продовольствия, есть запас питьевой воды, переживать не стоит. И завтра с самого утра начнутся, скорее всего, уже восстановительные работы. Также нам глава сказал, что сегодня в Тулугин-Клянском наследии закончен обход дворовых территорий, которые подверглись подтоплению, проведен учет всего имущества, которое было испорчено водой, чтобы в дальнейшем жители могли получить какую-то компенсацию. Сейчас ситуация действительно более-менее стабилизировалась, наблюдается небольшой спад воды, но все ждут ночи, потому что река очень непредсказуемая, и если сейчас произошел спад, то, возможно, будет волна, которая снова и перемоет дорогу, и еще сильнее размоет мост, поэтому бдительность терять ни в коем случае нельзя. Паводковая ситуация, тем более здесь введен режим чрезвычайной ситуации, поэтому надо быть максимально внимательными, максимально осторожными и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, как это делают люди, которые находятся за моей спиной. Сергей. Саша, спасибо. А я добавлю, энергетики отключили подстанции в местах подтопления в Якутии. Граждан предупреждают о том, что в период прохождения паводка запрещено приближаться к линиям электропередачи. В случае обнаружения таких объектов необходимо позвонить в оперативно-диспетчерскую группу по телефонам 005 или 21 55 68. Между тем, повышение уровней воды на реке Лени не повлияло на перевозки пассажиров, но все перевозчики на воздушной подушке и аэроботах вынуждены снизить число пассажиров. Так, до паводка из Якутска на берег поселка Нижний Бестях на одном таком маломерном судне доставляли по 10 человек. Теперь борт заполняют наполовину. Цена проезда при этом увеличена до 3000 рублей. Также для безопасной перевозки людей от площадки Маннетах Нижнего Бестяха вертолеты Ми-8 полярных авиалиний, выполнив 8 рейсов, доставили в аэропорт Маган 263 пассажира. Сегодня утром вертолет также вылетел по данному направлению. Билет в один конец стоит 5100 рублей. Повышением уровня воды в районе Нижнего Бестяха, Якутска у нас действительно есть ограничения. Даже у нас причал, пассажирский причал, можно сказать, отрезан на сегодняшний день. И отрезаны часть автомобильной дороги до села Капитоновки, там, Кангаласах, получается, да. И на сегодняшний день организовано дежурство на местах силами ГИБДД, МВД и подрядных организаций, что на контроле находится. В принципе, у нас причальные сооружения в ближайшее время после проведения взрывных работ и так далее, спада уровня воды должны освободиться, и мы должны причальные сооружения, паромных переправ в том числе, должны подготовить и дальше ввести к эксплуатации. А первый рейс паромов на переправе Якутск-Нижний Бестяк запланирован на 26-27 мая, сообщает Минтранс Якутии. Сейчас активно готовятся к навигации. Первые суда из населенного пункта Осетрова уже движутся в сторону Якутска, а паромщики ждут открытия переправы. Например, по направлению Якутск-Нижний Бестях этим летом планируют курсировать порядка 15 паромов. Как отметили в Министерстве транспорта, в этом году Вилюй и Амга вскрылись как никогда рано. Поэтому, как только масса льда покинет просторы рек, начнутся перевозки на пароме. Сейчас на берегу Нижнего Бестяха организованы дежурства силами ГИБДД, МВД и других ведомств. У нас 26-27 числа уже ожидаем то, что в Хангаласском Улусе, после прохождения ледохода, у нас откроется переправа Махсоглах-Качкаци, и 26-27 у нас Якутск Нижний Бестях тоже будет функционировать после прохождения ледохода. У нас ледоход очень медленно движется, сутки, ранее, предыдущие годы у нас бывало то, что 150-200 километров у нас за сутки проходило. В эту навигацию видим то, что порядка 20-40 километров, она ежесуточная. Как оказалось, прохождение ледохода может считаться праздником. В Хангаласском Улусе впервые отметили День ледохода. Мероприятие прошло на набережной Покровска. Для гостей и жителей города подготовили насыщенную программу. Обряд проводы льда, фестиваль еды, концерт вокального ансамбля Туймада, творческие мастер-классы и многое другое. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Праздник День ледохода инициировали и организовали администрация города Покровска, Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии и Центр компетенций по вопросам городской среды «Лето». Данное мероприятие – это как бы продолжение реализации проекта «Набережная Покровска». Мало запроектировать и мало построить.
важно наполнять ежедневно территории, общественное пространство жизнью. От чего это зависит? Во-первых, это зависит от городов, от администрации, которые должны планировать мероприятия. Посмотрите, какое большое количество мероприятий. Тут все, начиная от стариков до детей, у всех своя программа. На территории всей набережной, ее протяженность 502 метра, можно было найти себе развлечения по душе. Послушать концерт звезд якутской эстрады на свежем воздухе, вкусно поесть и приобрести продукцию местных производителей на фестивале еды, поплясать с потомками государевых ямщиков и отведать блины, либо наблюдать за показательными выступлениями роллеров и скейтбордистов. Концерт Туймаду очень прекрасно, так красиво пели. И вот такие красивые продажи идут и по всему этому набережной. И детей очень много, короче, очень хорошо. Да, мероприятие очень интересное на самом деле, то что вот и река идет красивая, и вид на набережной красивый здесь, и торговые точки. В общем, здорово, нам понравилось. И сама программа насыщенная на всю набережную, то что и с самого начала до самого конца все проводится, какие-то одновременные мероприятия, можно и здесь посмотреть, и туда пройтись, посмотреть, здорово. День ледохода посетила делегация из Горного Улуса, а также приняла участие в бизнес-сессии «Жизнь общественного пространства. Потенциал развития». В 2020 году в Бердыгистяхе открылся сквер Эе. Его проектировали те же люди, что и набережную Покровска. Мы планируем провести республиканский фестиваль. Вот именно вот тему, думаем, на какую тему провести. И специально вот для обмена опытом приехали. День ледохода станет в Покровске ежегодным событием. Опыт первого раза показал, что такие мероприятия нужны и востребованы. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В России увеличат штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В Госдуме рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Штрафы для граждан повысят в 15-20 раз, для юрлиц в 2-3 раза. Так, максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит 2 миллиона рублей. К другим темам. Арктика – территория развития. Конференция по улучшению городской среды сегодня стартовала в Якутске. Ее проводят как часть основных мероприятий председательства России в Арктическом совете. Участие в большой встрече принимают представители российских ведомств, крупнейших компаний и ведущие эксперты. О чем говорят и что обсуждают в эти дни, расскажет Ульяна Шагина. За 3 дня работы участники обсудят такие темы, как стратегическое планирование и сервисная экономика для устойчивого развития Арктики, развитие городской среды, вопросы креативной экономики, роль социально-культурных проектов для развития Арктики и многое другое. Ну а главная задача такого мероприятия – делиться опытом, в том числе своими наработками по развитию арктической территории поделится и Якутия, где в последние годы реализуется немало проектов, притягивающих внимание международного сообщества. Безусловно, для нашей республики опыт коллег из других регионов, территории которых также находятся в арктической зоне, позволят найти те решения, которые в самые короткие сроки дадут конкретный практический результат. Тема одной из сессий мероприятия коснется применения в регионах федеральной программы «Арктический гектар», который стартовал в августе прошлого года. Программа активно развивается во всех арктических территориях страны и за это время показала свою эффективность. Опытом в этом вопросе делится Мурманск, где через эту программу реализовано очень много туристических проектов, которые позволяют людям, которые проживают на этой территории, ознакомиться с красотами и внутренний туризм развивать. Не только внешний, но и внутренний. Но и внешний туризм тоже развивать через арктический гектар. То есть человек получает и маленькую свою историю, реализует все это через поддержку государства. Поэтому возможность творить и жить на своей земле всегда дает возможность развитию региона. Усиливается и роль страны в развитии северных регионов. Кардинальное улучшение качества жизни населения в Арктике, в том числе и в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, которое является одной из уязвимых частей населения, одна из приоритетных задач. В регионе сегодня для решения вопроса реализуются различные программы, как федеральные, так и региональные. Вообще это для
правительства и России. Для нас это такая достаточно большой вызов, каким образом такие малые населенные пункты, труднодоступные и с неразвитой инфраструктурой, как их развивать в будущем. Упор в этой работе делается на сохранение традиционного образа жизни, на развитие оленеводства, рыболовства и охотпромысла. К таким программам относится, к примеру, молодой оленевод, который позволяет молодым специалистам выделить 1 миллион рублей для строительства и приобретения жилья на севере. Эти и другие не менее важные вопросы в эти дни обсуждаются на конференции. Посмотреть ее можно в том числе и на онлайн-площадке. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Асфальт после установки трубы канализационного коллектора по улице Чернышевского в Якутске планируют восстановить до сентября. Об этом во время общегородской планерки сообщил представитель водоканала. Земляные работы и прокладку трубы завершат до 1 июля. За прошлую неделю пройдено 100 погонных метров. Отставания от графика нет. Первый заммэра Алексей Корнилов поручил провести дополнительно утрамбовать грунт на участках, где ранее были завершены работы. Имеется просадка, а также максимально ускорить работы и положить асфальт. С наступлением тепла в Нерюнгри обнажились дороги и вновь посыпались возмущения автолюбителей, связанные с проезжей частью. Ремонт дорожной уличной сети проводят не первый год. О текущей обстановке с дорогами расскажет Ирина Кичигина. Долгое время после того, как город был построен, капитальный ремонт дорог не производился. И вплоть до 2019 года проводился только ямочный ремонт. И вот в 2019 году была выделена субсидия из Дорожного фонда республики на софинансирование с городом. Таким образом, была отремонтирована дорога по улице Карла Маркса методом сплошного асфальтирования. И завершился первый этап капитального ремонта проспекта Ленина. В прошлом году за счет средств местного бюджета также произведен ремонт дорожного полотна по улице Чурапчинская и участка дороги на въезде в город. В этом году ремонт начался даже на 2 дня раньше, чем было запланировано. Приступили к замене бордюрного камня, идет подготовка к укладке асфальта. Дальше будут продолжаться работы по устройству ливневой канализации, это отвода ливневых паводковых вод по улице Ленина. И, соответственно, в этом году мы запланировали уже работы дальнейшие по капитальному ремонту проспекта Дружбы народов. Однако, по мнению автомобилистов, в городе есть участки, которые уже не терпят отлагательств, и таких мест по городу много. Да везде эти ямы, голдобины страшные. Везде. Кроме того, что положили асфальт, а так уже дорог вообще не осталось. По идее, покрытие уже под замену. Получается, по улице Мира раскопали дорожное покрытие, и ездить по нему, мягко сказать, невозможно, неприятно. Но это в районе центра, снизу Чурапчи, где Сосновая. Сейчас очень плохое состояние дороги, которая находится возле торгового центра «Мир», то есть возле МВД. Там, в принципе, невозможно проехать. Участок по улице Сосновой будет отремонтирован в этом году. А автомобильную дорогу по проспекту Дружбы народов ждет ремонт в 2 этапа – 2022-2023 годах. Там пройдет устройство асфальтобетонного покрытия без замены бортового камня. Начало работ запланировано от пересечения улиц Кравченко-Строителей, включая участок возле торгового центра «Мир» и ориентировочно до Нерюнгри-банка. Остальные дороги пока ждет частичный и ямочный ремонт. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Жители села Хатыстыр Белецкого наслега получили возможность пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов. Выездной прием в селе вели бригады мобильных центров Алданской центральной больницы. Возможности медицины расширяют благодаря оснащению, которое поступает в больницу по программе модернизации здравоохранения. Тему продолжит Татьяна Вахнина. В амбулатории села Хатыстыр пациентов на прогревание и кварц нет, однако жители ожидают очереди в физиокабинет. Здесь ведет прием прибывшая из Алдана бригада мобильного центра здоровья. После проверки зрения и экспресс-анализа крови на сахар и холестерин пациент приглашается на комплексное аппаратно-программное тестирование, включающее электрокардиограмму и спирометрию. Прием прошел хорошо, продуктивно, я так думаю, потому что основная масса населения прошли. Здесь всегда приходит очень много людей. Все хотят всегда узнать свой сахар, холестерин. Очень ждут всегда офтальмолога, проверяют, подбирают очки, проверяют зрение.
Мобильный центр здоровья действует в Алданской ЦРБ с 2012 года. Укомплектованную высокоточной аппаратурой «Газель» больница получила по национальному проекту «Здоровье». В города и поселки района медработники выезжают регулярно. Ну, нормально, хорошо, да, для сельской местности очень даже хорошо. Полезным оказалось? Конечно. В верхней части села прием вела еще одна медицинская бригада. Передвижная клиника расположилась на площадке рядом со школой. Белоснежный КАМАЗ с красным крестом сразу привлек внимание местных жителей. Они именно неравнодушны к своему здоровью, я хочу сказать. Они следят за своим здоровьем. И, конечно, при таких наших выездах они всегда активно к нам обращаются. После сдачи анализов люди проходили в соседнее помещение на прием к врачу-терапевту. Желающих пройти диагностику в клинике на колесах оказалось немало. Особую активность проявили женщины. Наряду с обследованием они имели возможность сдать мазок на онкоцитологию. Конечно, очень удобно. Мы же с работы, кое-как, я же пришла с работы. Поэтому целый день мы теряем, если ездить в Алдан. Медицинско-диагностический центр поступил в Алданскую ЦРБ по программе модернизации здравоохранения республики в декабре. Комплекс приспособлен под решение обширного круга задач. Все 3 кабинета в кузове КАМАЗа оснащены современной диагностической аппаратурой и оборудованием для оказания первичной и неотложной медицинской помощи. Именно через первичное звено мы можем охватить те слои населения, выявить те заболевания, которые являются социально значимыми, как сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные. Благодаря функционированию мобильных центров качественное медицинское обслуживание становится доступным жителям всего района. В рамках программы модернизации здравоохранения производится масштабное переоснащение и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Реализация программы продолжится до 2024 года. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, село Хатыстыр, Алданский район. Компания «Саха-Трейд» на рынке республики 5-й год. Это официальный представитель чайно-кофейной компании России. Так, в предприятии из новостей узнали о существовании Фонда развития предпринимательства. В этот неспокойный период в стране компания решила обратиться в фонд за льготным займом. Напомним, бизнесу оказывают господдержку. Правительство региона через данный фонд выдает льготные займы. Благодаря этому перед закрытием переправы компания закупила товар. Это всегда трудное время для предпринимательства, для торговой деятельности. И должны были закупить, конечно, досрочно за 3 месяца товар, чайно-кофейную продукцию, для того, чтобы вовремя доставить их отдаленным северным районам. И в этой связи льготный заем Фонда развития предпринимательства оказал нам неоценимую услугу. Объявлен конкурс на лучший проект архитектурной композиции на границе Якутии с Амурской областью. Задача конкурса – отбор проектов наиболее оригинальных, качественных и максимально раскрывающих национальную особенность республики. К участию в конкурсе приглашают архитекторов, архитектурные бюро, дизайнеров, проектные организации, а также студентов и других заинтересованных лиц. Заявки принимают до 27 мая. Необходимо направить заявку на электронную почту конкурс mvs-2022@mail.ru. Приз за первое место – 50 тысяч рублей. Возродили традиции после долгого периода пандемии. В Ленске впервые прошла традиционная классическая акция «Ночь в музее». Она собрала около 100 посетителей. Различные мастер-классы, игры и квесты, концертная программа с живой музыкой. Все это сопровождалось приподнятым настроением участников, в числе которых была и наш корреспондент Анна Кожевникова. Традиционное мероприятие «Ночь в музее» собрало большое количество горожан. Одно из развлечений, предложенное для досуга, это квест по краткому описанию фотографий в буклете. Необходимо найти все экспонаты, сфотографироваться рядом с ними, а в заключении сделать селфи с табличкой и разместить в соцсетях. Программа мероприятия никого не оставила равнодушным. Любители живой музыки могли оценить мастерство игры на хомусе, послушать концертную программу от студии Еловый «Саунд» и «No Name». Самые маленькие посетители музея с удовольствием делали аквагрим. Смотрели спектакль кукольного театра «Гуси-лебеди». Подростки и взрослые увлеченно играли в настольные игры. Это якутские национальные игры. Хабылык. Его надо играть, всего 30 палочек берешь. Ставишь на руку, потом подбрасываешь, сворачиваешь, переворачиваешь руку и ловишь вот так вот.
В эту ночь в музее прошел показ документального фильма «Петербургская кунсткамера», интеллектуальная игра «История утюга». С любопытством дети и с ностальгией взрослые рассматривали выставку «Игрушка советского детства». Больше всего посетителей собрали мастер-классы. Я сегодня пришла с маленьким мастер-классом, потому что в основном участвуют дети. Поэтому решила залить заранее заготовки. Ребятишки просто украсят их жемчугом, сухоцветами. То есть ничего сложного. Вообще изначально воск, конечно, растапливается на печке. Полноценный мастер-класс, там посложнее. Многие пожелали сделать себе русскую народную куклу-оберег. Когда человек заболевал, то изготавливали такую вот куколку из льняные нитки, шпагат, джут. И человек носил эту куклу с собой, обязательно с ней спал. И когда человек выздоравливал, то эту куколку сжигали, чтобы болезнь опять не вернулась. Возле ткацкого станка толпа не редела. Потому что моя бабушка это делала, а я стояла рядом, когда была еще совсем маленькая. Бабушка у меня семейская, они жили в деревне, ходят в сарафанах, ходили в ичигах, вот такие кушаки были. В общем, вот этот портрет, это моя бабушка. И я была еще маленькая, и вот все это видела. Конечно, я это не умею, сейчас Леночка меня учит, я с удовольствием это делаю, прям наслаждаюсь. Также для посетителей работало кафе и ярмарка рукодельниц. Возрождение после пандемии этой масштабной и полюбившейся ленчанам акции «Ночь в музее» было воспринято на ура. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.